Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Суд отказал осужденному за убийство в условно-досрочном освобождении. По сообщению прокуратуры Якутии, мужчина был осужден к 21,5 году лишения свободы за убийство 2 человек. Ходатайство он мотивировал тем, что свою вину осознал полностью, в содеянном раскаивается, неоднократно поощрялся администрацией учреждения за добросовестный труд и примерное поведение. Отбывая наказание, получил 4 рабочих специальности и трудоустроен. Суд установил, что осужденный действительно работает и имеет поощрение, но вместе с тем он допускал нарушение установленного порядка отбывания наказания, за которые более 10 раз привлекался к дисциплинарной ответственности. Дважды признавался злостным нарушителем. Прокуратура города Нерюнгри направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погибли 3 человека и 2 пострадали. Обвиняемый, работая таксистом в октябре 2018 года, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пассажиры, находившиеся в салоне его автомобиля, погибли. Кроме этого, пострадали 2 пассажира другой машины. В Якутске водитель сбил 9-летнюю девочку и скрылся. Она обратилась в медцентр с ушибами, полученными в результате ДТП, передает пресс-служба госавтоинспекции Якутска. Водитель сбил девочку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель после наезда скрылся с места происшествия. Ведутся разыскные мероприятия. Никулинский суд Москвы в субботу вечером отправил журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, под домашний арест на 2 месяца, рассказывает Артем Сторонов. Корреспондент «Медузы» Иван Голунов, задержанный в четверг в Москве по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, вернулся домой. Вечером в субботу суд избрал репортеру в качестве меры пресечения домашний арест сроком на 2 месяца. Голунов настаивает на своей невиновности и говорит, что наркотики ему подкинули. Он связывает уголовное дело против него с расследованием о том, кто контролирует похоронный бизнес. Первая часть репортажа была опубликована почти год назад. Новый текст Иван успел отправить редакторам незадолго до задержания. Тогда были какие-то тоже намеки, что лучше не трогать это. Потом вышла первая заметка. И сейчас я после паузы, собственно, стал снова заниматься, общаться с источниками, общаться с людьми на эту тему. И, собственно, там стали высказываться советы, настойчивые рекомендации не заниматься как бы этой историей. Там есть силовики в этой статье? Да. Там есть у ФСБ по Москве и Московской области, которые, собственно, контролируют ритуал. По словам адвокатов, с момента задержания Голунова в четверг до его прибытия в суд прошло 56 часов при разрешенных законом 48. В течение почти 1,5 суток с ним проводились следственные действия. Он больше суток не спал, не ел, не пил, то есть не понимал происходящее. Это было, по сути, настоящей пыткой, и будет подаваться жалоба в ЕСПЧ по 3 статье Конвенции. Новость о том, что Голунов отправляется под домашний арест, собравшиеся возле здания суда встретили как победу. Но гендиректор «Медузы» Галина Тимченко уверена, это только первый шаг. Я на самом деле очень рада, но я хочу сказать, что это не победа. Мы просто вот сейчас с вашей поддержкой, спасибо вам большое, сохранили ему жизнь и здоровье. Он едет домой. Мама позвонила мне, сказала, что ужин уже его ждет. Поэтому я думаю, что с Иваном на ближайшие 2 месяца все будет в порядке. Вам всем спасибо, но это только самое начало. Иван должен быть свободен, он невиновен. Это один из самых лучших людей, которых я когда-либо в жизни встречала. Это один из самых лучших сотрудников и блестящий журналист с безукоризненной репутацией, человек совершенно безупречный. Поэтому он должен быть на свободе, и пока он не будет полностью на свободе, останавливаться нельзя. Пожалуйста, помогайте нам и дальше. Пожалуйста, не забывайте о том, что Иван не свободен. Из здания суда Ивана Голунова увезли в ОВД Раменки, где с ним проводились следственные действия. В частности, у него по ходатайству защиты взяли одежду для экспертизы. Домой журналиста доставили лишь около 3 часов ночи. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.